Да, это приблизительно что-то всегда вот такое. Но в том числе хорошо, если ваша поза достаточно асимметрична в пространстве, они все время одинаково вы выполняете. Это достаточно располагает. Мимика. Конечно, хорошо, когда вы улыбаетесь, даже когда, если вы учите человека, как взаимодействовать с тем, у кого есть деменция. Это хорошо, потому что они на улыбку очень хорошо реагируют. И мы сколько раз сталкивались с ситуацией, что, ну, конкретно вот наша Тамарочка, она нас не помнит, не по именам, но мы улыбаемся, она в ответ нам улыбается, и мы задаем вопрос, а кто это? Она говорит, а, я не помню. Разве всех упомнишь? А кто это? А, я вижу, что своя. А кто это? А вижу, что хороший человек улыбается. Этого достаточно порой. И мы должны это передать. Точно так же живое, естественное, изменяющее лицо выражение лица, оно тоже располагает. Вы помните, что сегодня первое, на что я так активно сконцентрируюсь и концентрируюсь все это время, это связано непосредственно элементы незначительные в общении. Но на что я особо хочу обратить внимание? На прикосновения. И эти прикосновения имеют отношение и к нам с вами, когда мы ведем какие-то обучающие программы, встречи информационные, и для людей, которых мы условно выпускаем в мир и говорим, будьте готовы к тому, что вам встретится человек. Но не допускаются какие-то ритмичные движения. Я вот показывала вот такие, подойдите, давайте послушайте меня, пожалуйста, послушайте. Они очень раздражающие. И они раздражающие не только для человека, у которого есть повреждение мозга, они раздражающие и в принципе. Во-первых, сейчас достаточно стрессовая ситуация везде, и плюс ко всему для человека, если вдруг он затерялся, это вот просто запрещенное.